каждым годом количество автомобилей становится все больше. Они становятся лучше, комфортнее, надежнее и безопаснее. Но даже самая лучшая машина не застрахует вас от возможных ситуаций и казусов в пути. Да и сам железный конь просит к себе внимания. Ситуация на дорогах с каждым днем становится все сложнее, да и прогресс не стоит на месте. Вместе с этим водители все менее осведомлены о технической части транспорта. И порой простая мелочь может стать большой проблемой в пути. В нашей передаче мы постараемся помочь вам. Найдем советы и расскажем, как продлить жизнь своему железному коню и сохранить при этом нервы. Здравствуйте, с вами Анжела Андреева И Илья Сергеев. Вы смотрите путевую передачу. Лето, солнце, жара. Как уберечь себя и свою машину от летнего зноя, не заработать головную боль и тепловой удар, смотрите далее. Согласно исследованиям, уровень агрессии на дорогах в жару повышается на 20%. Чё ты мне дорогу-то не даешь, а? Один стоять будет! Это приводит к увеличению количества ДТП, иногда с очень неприятным исходом. Водители потеют, нервничают и боятся. Боятся перегреть свой автомобиль, а именно боятся перегреть двигатель. Да, современный автомобиль не оснащен приборами показаний температуры охлаждающей жидкости. И все делает автоматика. Раньше автомобиль оснащался вот таким пропеллером, установленным прямо на двигатель, и работал вместе с ним. Сейчас большинство машин оснащается электровентиляторами, которые включаются в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Но нередки случаи, когда и автоматика дает сбой. При нормальной работе системы охлаждения в двигателе циркулирует антифриз и, попадая в радиатор, остывая, движется обратно в мотор. Цикл повторяется. Вентилятор прогоняет воздух через оребрение радиатора, тем самым увеличивая скорость теплоотдачи. Конструкция автомобиля уже с завода рассчитана на достаточную теплоотдачу даже в самый жаркий день. Однако со временем на стенках рубашки охлаждения, так называют каналы для антифриза в конструкции двигателя, начинают образовываться отложения. Радиатор забивается дорожной пылью и даже может начать течь, а вентилятор теряет былую мощь. В этом случае может помочь промывка системы охлаждения специальными средствами, как снаружи, так и изнутри системы. Не пользуйтесь народными методами с применением кислот, они могут разрушить резиновые патрубки. Часто к перегреву приводит неисправный термостат. Его может заклинить в закрытом положении. Для того, чтобы его проверить, подойдите к машине на прогретом двигателе и проверьте патрубки охлаждения. Также можете потрогать радиатор. Только делайте это аккуратно, шланги могут быть очень горячими, есть большая возможность обжечься. Двигатель внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением имеет два круга циркуляции охлаждающей жидкости. Первый – для прогрева до оптимальной рабочей температуры. Второй – для предотвращения перегрева. За правильную последовательность их работы отвечает термостат. На некоторых автомобилях, особенно старого образца, датчик включения вентилятора установлен непосредственно на радиаторе. Обратите внимание на него. Если машина прогрелась, а температура ползет вверх, а вентилятор не включается, то, скорее всего, проблема именно в нем. Огромную роль играет и сам радиатор. И здесь при необходимости замены важно сделать правильный выбор. На сегодняшний день на рынке продается три основных вида радиаторов. Это алюминиевый трубчато-пластинчатый сборный радиатор, алюминиевый трубчато-ленточный паянный и медный латунный трубчато-ленточный паянный радиаторы. Самый доступный и дешевый – это именно сборный алюминиевый радиатор. Технология его производства проста и не требует больших мощностей, правда уже устарела. Берутся металлические трубки и выставляются в 2 или 3 ряда. Затем нанизываются на большое количество алюминиевых листов. После того, как трубки вставлены в лист, подается воздух под высоким давлением, и трубки управляются, тем самым фиксируются в алюминиевых листах. Минус такой конструкции заключается в том, что со временем из-за постоянного нагрева и охлаждения листа появляются воздушные щели между листом и трубкой. Тем самым теплопроводность сильно снижается, и охлаждение двигателя сводится к минимуму. Паянные радиаторы собраны из трубок плоского сечения, что уже само по себе увеличивает площадь теплоотдачи и не создает воздушной тени за трубкой, которая препятствует охлаждению. Для увеличения теплоотдачи между трубками припаивают вот такую гармошку. Ее называют лентой. Это не позволяет образовываться воздушным карманом между трубкой и лентой, а также увеличивает срок службы радиатора. Как раз такие радиаторы и делаются из материалов двух видов. Это медь и тот же алюминий. Но медный радиатор делается не из чистой меди, а из латуни. Ее теплопроводность несколько ниже, чем у алюминия. Также он имеет больший вес. Поэтому ведущие автопроизводители на сегодняшний день устанавливают на конвейеры именно паянные алюминиевые радиаторы. На рынке такие радиаторы занимают промежуточное ценовое положение.
Поэтому для всех автолюбителей это будет оптимальным выбором в соотношении цена-качество. Процедура замены относительно несложная, но при самостоятельном ремонте есть шанс повредить деталь, поэтому доверить это лучше профессионалу. Ну а что же в салоне? Тут настоящая сауна, хоть парься. Панель и окружающие предметы настолько горячие, что с легкостью можно приготовить яичницу. Достаточно всего нескольких минут, чтобы получить тепловой удар, поэтому очень важно не оставлять детей в салоне даже с приоткрытыми окнами. Не спешите садиться в раскаленный салон, дайте ему остыть хотя бы минуту. Для этого откройте двери и сделайте пару взмахов водительской дверью, для того, чтобы вытянуть горячий воздух. Перед уходом накройте лобовое стекло защитным экраном, и лучше сделать это снаружи. Положите на черную панель белую ткань из хлопка, например, старую простынь или пеленку. Сейчас большинство автомобилей оснащены кондиционером и автозапуском, поэтому многие водители перед тем, как отправиться в путь, заводят двигатель заранее, чтобы кондиционер успел охладить салон. Но под солнцем от пластика выделяется огромное количество химических соединений, и они не уносятся сквозняком, а остаются внутри салона автомобиля. Включайте кондиционер только после того, как проветрите салон. И топливо сэкономите, и здоровье будет крепче. И окна закрыты, и по полям не езжу, а салон всегда пыльный. Для такой проблемы есть простое решение. В движении всегда включайте вентилятор отопителя на минимальную скорость. Проходящий через салон фильтр воздух будет создавать избыточное давление внутри автомобиля, тем самым не позволяя пыли проникать через микрощели. Главное, не забывайте его своевременно менять. Илья, я знаю, что ты увлекаешься автомобилями и любишь чинить их сам. А еще у тебя есть свой автопроект. Давай познакомим с ним наших зрителей. Ну что ж, я не против. Мой небольшой проект строится на базе автомобиля ВАЗ-2106. Признаться, к моменту покупки этого автомобиля в машинах я понимал чуть больше, чем ничего. Стоил он совсем немного, но от чего ждать от ржавого и уставшего кузова, покрытого пятнами ржавчины? Но стоит признать, что технически основные узлы и агрегаты были вполне рабочие. Как-то случайно я наткнулся в интернете на видеоролик, где устанавливают подобные старые автомобили. Там была не только наша так называемая классика, но и заморские жеребцы. И захотелось самому вдохнуть в старичка новую жизнь. Тем более, что к тому моменту я уже достаточно много понимал в конструкции машины, и мне нравилось самому его обслуживать. Поначалу приходилось часто ездить в сервис, менять некоторые детали и платить за ту работу, которую в целом я мог сделать сам. Много общался со слесарями, много смотрел информации в интернете и постепенно, мало-помалу, старался делать сам, если, конечно, позволяли условия. В каком году начал свой автопроект? Начало было положено в 2016 году. На данный момент проект готов на 90%. Осталось собрать салон, ну и кое-что по мелочи. Но в целом прямо сейчас можно в него садиться и ехать. Мне, зрителям, думаю, очень интересно узнать подробнее, как ты работал, с чего начинал и с какими трудностями сталкивался. Расскажешь? Конечно, в следующей программе. Остались вопросы или предложения? Удалось снять необычный случай на дороге? Звоните к нам в студию или пишите на электронный адрес или группу ВКонтакте. До встречи в путевой путевой передаче. Удачи на дорогах!